проповедь, она называется «Что значит быть настоящим учеником Иисуса Христа?». Пока мы здесь на земле, мы всегда должны учиться. Всегда. Во всем. Когда мы находимся, не только здесь в церкви, когда мы по воскресеньям здесь собираемся, но мы должны учиться каждый день. Каждый день учиться. Учиться у Его. Учиться к чему? Учиться вере. Вере мы как можем научиться? Когда мы почтением относимся к Слову Божьему, к Писанию, с почтением относимся. Мы читаем это Слово. Мы не ходим где-то на стороне, мы не просто сидим над телевизором, но мы читаем, мы поклоняемся Ему. Мы учимся молиться. Почему у нас на молитве так мало народу ходит? Но мы должны ходить. Если мы ученики Иисуса Христа, мы должны ходить на молитву, мы должны учиться молиться, потому что молитва – это двигатель. Молитва – это двигатель, чтобы все преобразовалось, чтобы люди спасались, чтобы люди принимали спасение, исцеление, освобождение. Также мы должны строить отношения, прежде всего с Богом отношения строить в семье. Если у нас нет отношений в семье, то это печально очень. Потому что мы просто как лицемеры можем приходить сюда, у нас в семье все плохо, но приходим сюда и здесь улыбаемся, здесь радуемся. Вот. Ведем себя как бы по-христиански. Но если мы дома и ведем себя нехорошо, и также мы должны учиться, как наши взаимоотношения должны проходить здесь, друг с другом, с братом, с братьями, сестрами, с пастором, с лидерами. И как только мы покаялись, уверовали, Иисус, Он сразу приходит и говорит: «И следуйте за мной, следуйте за мной». Вы помните, когда Петр и Андрей, Он говорит: «Следуйте за мной». И они все бросили, у них была фирма, у них была... Они занимались рыбалкой, да, у них был завод там, наверное, скорее всего. Вот. Но они все это бросили и последовали за ним. Но в дальнейшем, это как маленькие дети мои. Они даже когда были маленькими, я их брал за руки и вел. Они шли со мной, и они не знали, куда я их веду. Но они просто шли за мной, следовали за мной, за родителями. Но потом, когда они подросли, старшие подросли, и мы в нашем видении это есть, потому что написано... Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всему, чему я вас научил, научайте это так. И старшие, когда они подросли, мы их учили, как переходить улицу, как вести себя, с машиной не выбрасывать мусор, там, бросать в мусор. И учили. И также они, когда подросли, я увидел, что девочки учили Вениамина, Вениамин учил Елисея. И это передавалось. И также мы здесь должны двигаться в этом направлении. Давайте мы посмотрим, что такое ученик. Можно там вывести, да, ученик. Здесь написано, ученик – это верующий, последователь Иисуса Христа, который осознанно сделал выбор следовать за Ним и исполнять все, что заповедовал нам Иисус Христос. Мы ученики Его, мы учимся здесь. Слава Богу, мы учимся. И двигаемся в этом направлении. И изучая эту тему, я сам как бы погрузился, и где-то я получил обличение, где-то Бог говорил мне, о чем-то я думал, размышлял о чем-то. Потому что Иисус, Он хочет очень серьезного посвящения нашего. Очень серьезного посвящения. Чтобы мы углубились в Слово Божье. И это Слово Божье начинало нас учить, обличать, исправлять, наставлять и направлять. Очень глубокого. Давайте мы прочитаем, откроем это Марка 8 главу и прочитаем там. Мы в основном будем здесь, куда-то будем отклоняться немного, но будем здесь. И 34 стих здесь. Он, подозвав народ с учениками, не просто одних учеников, но подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет, вот это добровольно, и он обращается к вам, кто хочет быть его учеником, не просто спасенным Детем Божьим, но быть учеником, не просто быть христианином, но быть учеником. Все 24 часа в сутки и в неделю, и в месяц, и в год быть его учеником. Он говорит, кто хочет.
И поэтому нам нужно задуматься, как мы дальше будем двигаться. И сегодняшняя эта проповедь, вы просто посмотрите, мы разложим ее, что мне нужно делать, чтобы быть учеником? Как мне быть настоящим учеником Иисуса Христа? И Он говорит, кто хочет, вот эти 3 качества должны быть у нас, 3 эти качества. Подозвал, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя. Вы радостны, отвергни себя. Сейчас вот психология везде говорится, себя покажи, себя люби, себя подыми. А тут резко отвергни себя в обратную сторону. И мы сразу пристораживаемся, сразу задумаемся, и сразу говорим, отвергнуть себя. Да как я могу отвергнуть себя любимого? Еще смотримся в зеркало. Как я могу такую себя красотку или такого красавца себя отвергнуть? Да не могу я себя отвергнуть. Здесь написано первое вот это качество. Вот эти 3 качества. Отвергни себя. Второе. Что там второе? Возьми свой крест, не чужой крест, свой крест возьми. Свой крест возьми. И третье, это следуй за мной. Вот. И мы первое посмотрим, отвергнуть себя. Это значит что? Это значит свои планы, свои цели, свои какие-то мечты, свою волю. Отдай волю Божью, чтобы Бог мог вести нас в этом. Нам нужно отказаться от эгоизма. Мы такие эгоисты, в такой век живем. Эгоизма у нас хватает, ой, как много. Даже в семье этого хватает. Мы сразу видим, кто мне самое лучшее, дети. Да, а почему ты ему дал это, а почему не мне? Вот. И мы все время смотрим в чужой огород. А идет призыв к самопожертвованию. Призыв идет. Отвергнуть значит оставить что-то, да? Оставить, нужно что-то оставить в своей жизни. Потому что мы что-то не оставляем. Мы как этот Ван Дам, смотрели Ван Дам, да, на 2 фурах там едет, многие такие. И мы хотим и в церкви быть, и хотим и в этом миру побыть там, немного погулять, поплясать там немного, вот, попить, покурить, вот, походить куда-то налево, да, там, глазки построить. И мы как этот Ван Дам, разъезжаемся и не можем. Если бы он дальше поехал, у него штаны бы порвались, или он упал бы там. Но он дальше не поехал, конечно, это реклама этого мира. И Бог, Он говорит, оставьте что-то, нам нужно оставить. Знаете, эгоистичный человек, он все время, вы замечали, эгоистичный человек, он все время недовольный. Он ходит недовольный. Это его грех. Все время он недовольный. Почему? Потому что не по его все сценарию идет. Идет по сценарию другому. Эгоистичный человек ничего не хочет давать, ни свое время, ни свои деньги, ни свое внимание, ни свою душу, ничего не вкладывать не хочет в другого. Он только хочет все к себе. И у нас фокус вот это «я хочу», «я хочу», оно должно переключиться на Бога, на волю Божью, чтобы мы могли служить другим людям. Прежде всего семье. Если мы семье не служим друг другу, то мы другим людям не сможем. Это все лицемерно будет. Если ты любишь своих, то ты служишь им. Своей жене, своим детям. Вот этот фокус мы смещаем. Я хочу, но как будет угодно тебе, Бог, да будет воля твоя, чтобы было полезно другим людям. И это не разрушение личности. Запомните, отвергнуть себя – это не разрушение личности. Многие так думают, как я могу себя отвергнуть? Это нас же на семинарах учили, вон там психологии учили. Даже в христианстве этого хватает. Знаете, сейчас все только я. Все на пьедестал только себя поставить нужно. Но нам нужно отвергнуть. Это не разрушение личности, а освобождение от власти эгоизма. Это свобода. У тебя есть свобода, понимаете? У тебя свобода есть в том, что ты можешь любить, давать людям, не брать с людей. Знаете, когда мы в Беру были, ты смотришь на эту женщину и думаешь, как консерву открыть, съесть и выбросить. Это нехорошо.
Сейчас ты совсем по-другому смотришь, потому что Бог открыл глаза, твои духовные глаза, и ты смотришь. Даже если это красивая женщина, ты говоришь, слава Богу за эту Божью красоту. Для кого-то это. У меня есть своя красотка. Слава Богу. Вот, а как узнать, отверг ли я себя или нет? Вот как мы можем узнать? Вот если вы продолжаете обижаться, дуться, жаловаться, то вы еще не отвергли себя. Вот часто заметьте за собой, вы все время ходите, ворчите, жалуетесь на кого-то, вот, жалеете себе, саможалость, вот это то, что не приходит от Бога. Вот давайте посмотрим вот здесь, в этой же главе, прочитаем чуть выше, 31 стиха, вот здесь написано. Иисус, когда перед тем, как Он им сказал вот эти 3 качества, Он говорит, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженному старейшинами, священниками и книжниками, и быть убиту в 3-й день воскреснуть. И говорил о сем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Не по ихнему плану пошло. Он начал проявлять вот эту человеческую жалость. И он же, обратившись, взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказал, отойди от меня, сатана. Если бы вам так я сказал, да? Вы, наверное, никогда в эту церковь бы не пришли. А он ему говорит, отойди от меня, сатана. Если человек пришел и искушает тебя, ты можешь так сказать? Пришла женщина и искушает, отойди от меня, сатана. Она убежит, конечно. Слава Богу, да? Есть как ответить вам, братья. И дальше говорит, да, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Вот у нас саможалость, это мы думаем о человеческом. Вот если сын, у тебя проблема сына, он наркоман, алкоголик, никуда не ходи, жалость такая, я тебе дам денежку, на тебе денежку, пей здесь дома, тихо и пьяница и будь. Колись здесь. Это не сострадание, это жалость человеческая, которая губит. Мы не должны так поступать. Мы должны направить к Иисусу. Они оказывают эту жалость. Ой, ты мой хорошенький, умирай здесь, да? Не ходи туда, можешь умирать здесь, прямо в кровати. У нас не должно быть этого. Вот. И нам надо быть честными, мы часто такие люди, мы так поступаем, очень часто так поступаем. Вот. Или, не часто, но иногда, может, поступаем. Кто-то может поменьше. И второе, это мы первое. Вот что значит отвергнуть себя, чтобы следовать за Иисусом. Второе, возьми крест свой. Вот здесь же читаем, подозвав народ учениками, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Второе, возьми крест свой. Возьми вот этот крест. Возьми, следовать за ним. И это чего-то стоит. Это не просто так. Чего-то стоит, чтобы следовать за ним, это что-то будет строить. Чтобы следовать за дьяволом, дьявол тоже за бесплатно не возит. Вы слышали? Слышите? Дьявол тоже за бесплатно не возит. Тоже нужно платить. Но за эту плату печальному приведет, греховному. Вот эти грехи, они к чему приведут? К депрессии приведут, к стрессу приведут, потом приведут к болезням, проклятиям. Смерти, конечная смерть, вот это страшное. Дьяволу тоже надо платить. Потому что есть выбор. Я, говорит, нейтральный. Недавно разговаривал с одним братом. Я нейтральный. Я говорю, ты где, с Богом или в бандформировании? Он говорит, какой бандформирование? У дьявола бандформирование. В Божьей армии мы, слава Богу, одеты. Он говорит, я нейтральный. Нейтрального нету, говорю. Ты там платишь или здесь платишь? Нейтрального нету. Даже нейтральной Швейцарии нету. Он говорит, в Швейцарию поеду. Ее тоже нету. И мы должны понимать это. Важно напомнить, что спасение и прощение, они даются даром. Но следование за Иисусом Христом нужно нам платить цену.
Это нужно платить цену свои деньги, свое время, свои какие-то, вот отвергнуть свои какие-то амбиции, что-то оставить, чтобы следовать. И мы, как ученики Иисуса Христа, двигаемся. Об этом в последнее время и пастор говорит, об этом проповедует. И у нас есть это видение церкви, и мы двигаемся, да, это у нас следование за Богом. Следование за Иисусом Христом чего-то будет нам стоить. Нести крест. Знаете, я вам скажу такое, вот обратное, что и мы потом пойдем, и вы поймете, что такое нести крест. Что такое не нести крест? Вот люди, они не понимают. Они думают, вот мой крест – это мой муж. Алкоголик, гулящий слева направо, богатый, потому что денег много. Вот это мой крест. Это не крест. Кто-то думает, ой, мой крест – это моя дочь, проститутка. Нет, это не твой крест. Кто-то думает, мой крест – это болезнь моя. Нет. Кто-то думает, это моя нелюбимая работа, мой крест. Нет, я вам говорю, нет. Это не крест. Крест – это совсем другое. Совсем другое. Здесь важно напомнить такую вещь, что люди того времени, вот когда в то время об этом говорилось о кресте, люди того времени, они понимали, что такое крест. Крест – это орудие пыток, орудие казни, орудие смерти. Они понимали. А мы сейчас в этом мире понимаем, что у нас украшение крестик. Да? У нас какой-то амулетик, крестик одеваем, думают, он этот крестик спасет. Этот крестик не спасет. Спасет только Иисус. Через крест. Он только спасает. Нести свой крест – это инструмент собственной казни. Умереть за себя. Он говорит, возьмите, да, отвергни себя, возьми свой крест. Чтобы нам следовать, взять не чужой крест. Августина не может взять крест своего сына. Сын не может взять крест своей матери. Никак. У них есть свой. Он говорит, возьми свой крест и неси этот крест духовно каждый раз, чтобы пригвоздить и умирать для греха, для своих амбиций, для своей гордости, умереть для своих плотских желаний. А апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Как же можно умирать каждый день? Он каждый раз и говорит, я умираю. Открываем 1 Коринфянам, если вы не верите. Там написано так, 1 Коринфянам, 15 глава. 1 Коринфянам, 15 глава. И читаем 31 стих. 31 стих. Здесь написано, я каждый день умираю. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Свидетельствую в том похвалою ваши братья, которые я имею во Христе Господе нашим. Каждый день нужно распинать на этом кресте. Потому что Иисус распял на этом кресте. Мы будем дальше читать Галатам 5 глава и прочитаем 24 стих. Здесь написано, но те, которые Христовы, вы ученики, вы дети Божьи, но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Когда мы спаслись, как один индеец спасся, он приходит к пастору и говорит, вот, да, спасение, во мне одна собака жила. Как я спасся, во мне 2 собаки живут. И они дерутся между собой. Это плоть и дух. Они начинают грызть друг друга. Знаете, плоть, потому что ходит, как этот Ван Дам хочет, да, там быть. И потом хочу еще в церковь прийти. Там же у меня все-таки братья, сестры есть. Надо туда сходить, посмотреть, познакомиться еще с кем-то, с новыми, обняться, с новостями узнать. А потом раз вышли, и потом раз на другую сторону перешли. И начинаем жить. Но так не должно происходить. Мы должны распинать свою плоть. Здесь написано. И как он говорит, ну какая собака-то побеждает? Он говорит, ну та собака, которую я кормлю. Если ты кормишь этот мир, бегаешь в этот мир, то ты эту собаку кормишь, свою плоть кормишь, свои глаза кормишь, свой ум кормишь. Твои мысли кормишь. Но если ты кормишь, читаешь Слово, пребываешь в Слове, с трепетом относишься, поднимаешь свою веру, молишься, то ты эту собаку кормишь. И тебе тогда Дух, он побеждает эту плоть. Дух начинает побеждать. И Дух
Давайте мы Луки откроем. Вот здесь очень радикальные слова, очень просто. Я читаю и думаю, вау, 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 вау. И думаю, я уже 20 с лишним лет в Боге, думаю, вай, вах, 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 думаю, как так-то вообще-то? Вот, поэтому нужно читать Библию каждый раз. Вот, откроем 14 главу и 27 стих прочитаем здесь. Здесь написано радикально просто. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Все, как будто отрубило, бум. Я читаю, и я думаю, сам отрезвляюсь, думаю, вот это да. Если я не отвергаю себя, если я не беру этот крест, не следую за ним, то я не ученик его. Ну, я просто, конечно, мы спасемся. Бог, Он милостивый. Конечно, Он нас, если мы его не отвергнем только, не скажем, ты не мой Господь, тогда, конечно. А если ты там будешь лежать к нему в его направлении вот так вот просто, там, ну, может, он спасет, бухой будешь лежать там. Ой, Господи, спаси меня. Вот, ой, спаси меня, наркомана, ой, спаси меня такого-то нехорошего. Конечно, он милостивый. Если ты принял искренне, он смотрит на это. Но он выбирает. Все равно последнее слово за ним. Вот. Давайте мы откроем Римлянам. У нас сегодня будет водное крещение. Римлянам 6 главу откроем. Очень хорошее местописание. 6 глава. Мне надо быть коротким сегодня. Так, 6 глава, 6-7 стих. Читаем здесь 6-7. И здесь написано, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, мы с ним распялись, с ним, распят с ним, вот, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Знаете, умерший освободился от греха. Иди сюда, брат. Кельман, на. Не бойся. Вот так стой. Смотри, умерший, он ничего не реагирует. Правильно? Умерший ничего не реагирует. Не реагируй. Пока тебе не больно не станет. Больно чуть станет, сразу визжи, кричи. Только не бей меня. Смотри, если умерший, он не курит, он не обижается. Хоть как его пинай, хоть как его бей. Он вообще, знаете, мертвый. Ну вот больно, видишь, больно сделал, все сразу. Значит, он, значит, еще не умер для греха. Иди, спасибо, брат, большое, огромное. Он еще не умер для греха. Мертвый человек. Где вы увидели мертвого, который обижается? Или мертвый бухает, или мертвый курит, или мертвый колется, или мертвый злится? Мертвый. Он мертвый для греха. Он ничего этого не делает. Потому что он распял свою плоть со страстями, похотями. Он распял эту плоть свою. На кресте распял, как мы здесь читали, да? И читаем здесь же 8-9 стих. Но мы не остаемся при смерти. Слава Богу! Здесь написано, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем. Через смерть, через крест мы будем жить. Когда мы умрем на кресте, когда мы распинать будем, когда мы будем читать Слово Божье, то мы будем жить. Понимаете, наша жизнь преобразится. Оно будет трансформировать тебя. И ты заметишь, что ты совсем стал другим. Ты стал намного меньше обижаться. Ты стал прощать. Ты даже если обиделся, ты попросишь прощения, как у меня было с братом, чудесным братом моим. И я у него попросил прощения. Сразу позвонил. Я понял, мне нужно попросить у него прощения. И потом через какое-то время он попросил у меня прощения. Потому что мы, дети Божьи, мы Христовы. Мы распяли свою плоть. Даже если мы что-то немного обиделись, где-то немного застряли, то мы слышим голос Божий. Мы слышим Его голос Божий через Писание, которое в нас, внутри нас. Он через Слово Божье очистил нас.
осветил нас, Дух Святой рядом с нами, и Он говорит нам, Он обличает. Не какие-то люди меня обличают. Если люди будут обличать, я вам скажу, это будет очень больно. Поэтому обличайтесь, когда говорит вам Дух Святой. Знаете, потому что так было, когда я прихожу и обличаю брату неприятно, он ерзает, и он смотрит на тебя, и я чувствую, он хочет тебя ударить там или что-то сказать. Но когда Дух Святой приходит, он джентльмен. Он не врывается, как мы, он не участвует, как мы. У нас иногда проявляются дела плоти, когда мы говорим даже просто истину, но говорим не в той интонации, и человеку неуютно, потому что интонация твоя давит его, человеческое твое. А когда Дух Святой приходит, он говорит, да, Олежка, тебе здесь попросить прощения, а здесь тебе надо измениться, а здесь тебе надо побежать туда и благословить тех людей. Если ты послушен, тогда ты победитель, ты воскресаешь. Ты, потому что распинаешь свою плоть на этом кресте, ты воскресаешь вместе с Ним. И тогда ты живешь победоносной жизнью. Ты поступаешь так, как говорит тебе Бог. Ты обнимаешь Его, ты говоришь Ему добрые слова, ты ободряешь Его. Ты увещеваешь его, ты молишься за этого человека. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Знаете, вот многие думают, ну, я на небо пойду, у меня есть блат за деньги. Вот они привыкли в этом мире по блату. Все. У меня блат есть, за деньги куплю. Если что, я за деньги все. Черного хода нету на небо. Через черный ход не зайдешь, через блат не зайдешь на небеса, только через крест. Через смерть Иисуса Христа. Он говорит, я есть путь истинной жизни, никто ко мне не приходит. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Также смерть, она приносит очень много плода. Давайте вот почитаем очень хорошее Иоанна, 12 главу, очень хорошее местописание. Иоанна, 12 глава от Иоанна. И прочитаем там 24 стих. Здесь написано истинно, истинно. Это не один раз, а если второй раз говорится, это значит более ценно. А если где будет 3 раза, это будет вообще мощь. Это прямо как с неба. Он говорит, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иисус, Он умер на кресте. И Он принес много плода. Он смирился, Он пошел на крест. Хотя Он не хотел, тоже Он говорил, но, может, чашу мимо принесешь. Но Он говорит, ну ладно, лучше воля Твоя. Но воля Твоя лучше намного, чем моя. Вот. И тогда много плодов принес Он. Много. Мы Его плоды, мы Его ученики, мы Его. И также, когда мы, как христиане, когда мы поступаем там, когда мы умираем для себя, для своего эго, для своей гордости, для своих каких-то мечт, каких-то своих планов, умираем ради какого-то другого человека, родного, близкого или брата, сестры, мы умираем. Для чего? Чтобы принести много плода. И тогда много плодов мы можем принести в Царство Божие. Не засыпайте, мы уже скоро на приземление пойдем. Приземление будет мощное, вам скажу. Так что пристегните свои ремни покрепче. Именно крест, знаете, оно подготавливает. Крест к чему подготавливает? К всей жизни. Крест к всей жизни. Вот крест Божий, когда я осознал это, учась в Москве в библейской школе, я осознал это, я понял. Только через крест я буду готов к своей семейной жизни. Я вам просто 2 совета. Это не только к семейной жизни, это во всех взаимоотношениях. С детьми, с братьями, с сестрами здесь, со своими соседями. Это везде. Только 2 дам. Их очень много. 2. Когда вы в ссоре со своим родным, близким, с детьми или с женой, если у вас нету назидательного слова для этих людей,
Слышите? Если у вас нету назидательного, или вы вот такой, вас колбасит, то закройте рот, промолчите просто. Просто промолчите. И когда это так, эта буря уйдет, у вас включится разум, Дух Святой внутри начнет вам говорить. И вы поступать будете правильно. Второй совет – это прощать, всегда прощать. Знаете, кто-то сказал, что глупый человек, который обижает другого человека. Но я вам скажу, 1000 раз глупей человек тот, который обиду не прощает. Вот он 1000 раз, который не прощает. Потому что эта обида, она съедает. Это вот как мешок с картошкой вы возьмете и туда одну гнилую картошку бросите и будете носить с собой. День, 2, 3, 4, 5, 6. И картошка там вся начнет гнить. Она будет вся гнить, и потом она всосется в вас внутрь. Это гниль. И она изнутри вас съест. Это как ком. Грехи ваши будут умножаться раз за разом. Потому что, когда вы не прощаете, вы все время, через некоторое время начинаете думать об этом человеке. Как он сделал вам больно. Как он вам отомстил. Или как он вам сказал. И были рядом люди, и все увидели, как ты упал. И вот это будет изнутри вас съедать. Вот этот ком вас задавит. Вот эта гниль, она задавит вас. Поэтому прощайте. Потому что Отец Небесный, Он сказал, если вы их согрешения не будете прощать, то и я вам не прощу ваших согрешений. Все, этим все сказано. Знаете, вот почему я легко прощаю, хотя даже я очень эмоциональный, вспыльчивый человек. Здесь некоторые братья уже знают, но я очень быстро. Мне Дух Святой сразу начинает говорить, попроси прощения. Даже не вздумай, у тебя нету никаких регалий, ты здесь, брат. Попроси прощения. Даже если он там в чем-то виноват. Даже не думай об этом, что он виноват. Он не виноват. Он 5 лет всего в церкви или 10 лет, а ты 20 с лишним лет. Попроси прощения. И это соединяет настолько сильно. И этот яд, он тебя снутри не убивает, он тебя не съедает. И ты тогда воскресаешь, ты распинаешь свою гордость, свои амбиции, свое какое-то положение, там еще что-то. Когда ты распинаешь это, ты понимаешь, Господи, я воскрес, я живой. Крест – это чтобы жить. Крест – это самое безопасное место, чтобы жить, чтобы воскреснуть. Это самое хорошее место. Что не бойтесь. Не боитесь. Слава Богу, вы не спите. Я так рад. Вы рады? Вы не спите. Я думал, что сегодня будете вы спать все. Слава Богу. И третье качество. Вот приземляемся. Ученика – это следовать за ним. Следовать за ним. Опять вернемся в Марка наш, 8 главу, и здесь читаем. «И, подозвав народ с учениками своими», 34 стих, сказал им, кто хочет, он опять кто хочет. Он никогда насильно никого не заставляет. Он говорит, кто хочет, слышите, кто хочет. И вы внутри должны этот призыв слышать. Я хочу отвергнуть себя. Хочу взять крест, прибить туда свои амбиции, гордость свою, свое непрощение, свои какие-то планы. Иногда эти планы, знаешь, они как сарай такой скрипучий. А мы думаем, что это хороший дворец, а там сарай. Он, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною, добровольно, следуй за мной. Притча откроем. Притча 3 глава,
и прочитаем притчи, очень хорошее местописание. Притчи 3 глава, и прочитаем 5-6 стих. Здесь написано: «Надейся на Господа Бога всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Весь путь твой Он будет направлять. Следовать за Ним – это процесс, дорогие мои, это процесс. Нужно делать это с постоянством, ежедневно. Это борьба, ежедневная борьба, следовать за Ним. Это путь длиною в жизнь. Это путешествие. И так хорошо, когда в этом путешествии есть твоя жена, твои дети, братья, сестры, твои друзья, близкие. И в этом пути я должен доверять Ему, обязательно доверять Ему полностью. Я иду за Ним. И Он не выполняет мои, как официант. Знаете, как официант там, что тебе сделать, да, официанты приходят, да, что тебе подать, что тебе... Иисус, Он не официант, Он Господин. Он не официант, Он Господин. И мы должны следовать за таким Господином. И я хотел бы, например, можно Яна поиграть, да, я хотел бы пример из жизни канатоходца. Такой был канатоходец. Забыл его имя, правда. Ой, Господи. Но его звали Великий Блонден. Блонден Великий. Вы можете в интернете найти. Его настоящее имя другое, там, Франсуа какой-то там. Он был, но его Великий Блонденом назвал. Он канатоходец. Он 300 раз прошел в Ниагарском водопаде туда-сюда, вот по тросу. 300 раз проходил. И он усложнял, каждый раз усложнял свое задание. Он усложнял. И раз он решил взять менеджера своего, Гарри, он решил его взять на свои плечи и пройти с ним. У него был шест, это который для баланса. Вот. И этот шест очень длинный был, 20 или 25 метров, я точно не помню, в интернете можете посмотреть. И он посадил этого Гарри на плечи свои и пошел. Но перед этим он ему сказал: Гарри, дорогой мой менеджер, мой друг, смотри вверх. Смотри вверх. Ника, смотри вверх. Смотри вверх. Ты больше, он говорит, ты больше не Гарри Колгарт. Теперь ты Блонден. Мы слились в одно. И также мы с Богом. Ты уже во Христе новое творение. Ты в Иисусе, Иисус в тебе. И в этом пути, сбалансированном пути, Он хочет, чтобы ты прошел с Ним этот путь по этому тросу. И Он говорит, мы должны пройти этот путь, пока мы сойдем с этого троса. Ты должен смотреть вниз, вверх, только не вниз, потому что вниз смотря, у тебя голова закружится, ты начнешь балансировать, начнешь падать там. Вот. Пока мы не сойдем с этого троса, мы должны идти. И он говорит, Ник, мы должны идти. Он говорит, мы должны идти. Ты не должен сойти с этого пути, который ты выбрал, за которым ты пошел за мной. Ты отвергнул себя где-то, что-то оставил, ты взял крест, стал следовать за ним. И ты становишься частью Иисуса Христа. Потому что Иисус, Он в тебе, ты в Нем. И ты становишься Его частью, ты становишься Его разумом, ты становишься Его душою, ты становишься Его сердцем. Твои планы вдруг становятся планами Божьими. И ты понимаешь, тебе нужно дойти. И Он сказал, если мы не дойдем до конца, ты начнешь балансировать, ты начнешь смотреть сторону на сторону, ты начнешь что-то делать свое, у тебя появится страх, то мы разобьемся. Но Иисус, Он говорит по-другому, Иисус никогда не разобьется. Иисус говорит, если ты будешь смотреть по сторонам, то ты умрешь, ты разобьешься, если ты сойдешь с этого пути. Но если ты пойдешь, доверяя мне доверяя всю свою жизнь,
все свое время, все свои финансы, все свой дом, всю свою жену, своих детей, доверяя мне, мы дойдем до самого конца. И последнее место Писания, и мы заканчиваем на этом. Луки, 9 глава. Луки, 9 глава. И читаем 62 стих. Здесь написано: «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего». Все. Если ты взялся за плуг, дорогие мои однополчане, мои братья, сестры, мои Божьи ученики, если вы взялись за плуг, то оборачиваться нельзя. Вы его толкаете, этот плуг, вы держите за этот плуг. Нельзя назад оборачиваться. Если ты обернешься, борозда будет кривой. В твоей жизни все кривизна пойдет. В твоей жизни придут проблемы. Все навалится на тебя. И поэтому держи плуг прямо. Держись, упирайся на Бога, доверяя Ему до самого конца. Назад пути нет у нас. Там только дьявол, он ждет. Он ждет, чтобы ты цену другую заплатил. Не эту цену, а другую цену заплатил.